Эй, страны, а какими телефонами пользуются ваши президенты? Давайте мы начнем. Наш нынешний президент Джо Байден использует защищенный iPhone 14 Pro. Защищенный iPhone 14 Pro? А это как? Это как обычный iPhone 14 Pro, но с дополнительной защитой. Об этом говорит золотая печать на чехле, на которой написано «Печать президента Америки». А это не может быть обычный чехол? Нет, там точно есть защищенная линия. О, давайте мы расскажем. Северная Корея? Ну, я думаю, Ким Чен Ын использует что-то местное, и мы даже не знаем таких брендов. А вот и нет. Летом 2013 года в сеть попала вот эта фотография нашего правителя, где отчетливо видно, что он использует Oppo Find N2. А разве у вас не запрещено использовать китайские телефоны? Может быть, это фотомонтаж? Запрещено, но такой же гаджет ранее был замечен у главной помощницы по логистике и бывшей певицы Хен Сон Воль. Так что вот так вот. Какие-то очень двойные стандарты у вашего правителя. Что? Нет, мы любим нашего правителя. О, наш прошлый президент Назарбаев вообще не признает айфоны и использует Nokia. Такаев же использует недорогие смартфоны. У него Xiaomi Redmi Note 9S. А как вы узнали, что Такаев использует бюджетный Xiaomi? Он выложил в Инстаграме свое фото, где подпись Xiaomi величественно висит в левом углу. Забавно вышло. А наш президент Макрон, можно сказать, аскет. Он использует старенький Samsung S7 Edge. Что? Я никогда не поверю в это. Но это не обычный S7 Edge, это усиленный телефон. При этом все данные на нем подвергаются шифрованию. Ну что-то это не остановило хакеров взломать его с помощью вируса Pegasus в 2021 году. Да, нехорошо вышло, но сейчас он тоже начал иногда использовать iPhone 11 Pro Max. О, прям как наш президент. Зеленский тоже использует iPhone 11. Только не Pro Max, а просто Pro. Я все равно удивляюсь, а почему все президенты используют достаточно старые телефоны? Ну, у Зеленского не обычный iPhone 11 Pro, а максимально защищенный. И вся информация в нем шифруется от утечек. А наш президент Путин вообще не использует смартфоны. Что? А почему? Все это нужно для максимальной безопасности. Путин использует только проводной, зашифрованный телефон. То есть у него личная линия, которую никто точно не сможет прослушать. А у нас Лукашенко тоже пошел по стопам Путина и не использует смартфоны для максимальной безопасности. Эй, страны, а в какой из ваших стран были самые молодые мамы? О, это было достаточно давно. Девочку звали Мумзи, и в 1884 году она, будучи наложницей, родила от главы города. И сколько ей было лет? Она родила, когда ей было 8 лет и 4 месяца. Я не думаю, что нам стоит гордиться, но мы на 4-м месте. Мексика, а что у вас за история? Зульме Гуадалупе Моралес было всего 8 лет. А это нормально разве? Конечно же нет. Полиция выяснила, что надругавшийся над ней был ее родной дядя. Родители об этом знали, но не решились заявить в полицию, потому что им было стыдно. Зачем мы эту тему вообще начали? А мы заняли 3-е место из-за случая в 1932 году. Мне реально жутко все это слушать. Имя девочки осталось скрытым. В прессе ее назвали девочка X. Родители привели дочку в больницу, потому что у нее были боли в животе. При этом ни менструации, ни увеличенных молочных желез у нее не наблюдалось. Тем не менее, оказалось, что она ждет ребенка. А сколько ей было? Ей было 6 лет и 7 месяцев. Ребенок появился на свет 7 июня 1932 года. А у нас случай случился еще во времена СССР в 1934 году. Что? Украина, вы на 2-м месте? Формально мы не были Украиной, а Украинской Советской Социалистической Республикой. Но да, случай был у нас. Ну, рассказывай. В 1930-х годах родители Лизы Пантуевой из Харькова отвезли ее к врачу, поскольку у девочки начал расти живот, а также появились вторичные половые признаки. Их дочке тогда не было и 6. Доктора установили, что малышка беременна. Боже мой, она же совсем еще маленькая! Да, при этом, когда ей исполнилось 6, у нее начались роды. Ребенок был полностью здоров и доношен, но так как родители отказались от кесарева, то он не выжил. А кто был отец? Это же вообще не человек! Отец был ее дедушка. Что? Надеюсь, его посадили. Не совсем. Семья очень сильно переживала осуждение, поэтому они уехали все вместе на Дальний Восток. И дед PDF-файл? Да, и он поехал вместе с ними. Ну и на 1-м месте, к сожалению, наша страна. Я и от прошлой истории еще не отошел. А что у вас в Перу? В одной из наших перуанских деревень Лина Медина родила в 1933 году, когда ей было всего 5 лет и 7 месяцев. И на сегодняшний день это самая юная мама в истории. 5 лет! 5 лет! А здесь кто отец? Я реально не вывожу этих историй. Этого так никто и не узнает.
Подозревали дедушку и отчима, и ее умственно отсталого брата, и других мужчин из деревни, но весомых доказательств не нашли. Сама же Лина не смогла внятно объяснить, кто это был. Видимо, она так и не поняла, что с ней сделали. Ведь ей тогда и не было и 5 лет. А что с ребенком стало? Она родила здорового ребенка, и его растили как ее брата. Сказали ему, что она его мать, только когда ему исполнилось 10 лет. У меня просто нет комментариев. Що не беше вчера на Даскал, бе? Брат, ще да дойда, ама Симона от Alpha Music ми писа да излезем. Аха, добре. Ха, нищо чудно. Какво? Брат, качих стори, Травис Скот ми го хареса, брат. Я да видя? Брат, снимките на май скефи я изтрих. Добре. Тази новата дискотека е много добра, бе. Да, така изглежда. Много ясно, на баща ми е. Добре. Брат, това там е най-яката в Даскалото, брат. Брат, става. Как става, бе? За къв съм мислиш, бе, брат? Брат, спах с нея 3 пъти, не е нищо особено. Добре. Здравей, ще искам... Димов? Какво става, братленце? Какво правиш тук? Отворих си магазин, бе. Добре дошъл в магазин Славейков. Добре. Какво желаеш? Чакай. Аз не съм някоя шматка, знам, че искаш цигари, бе. Какви цигари искаш? Червено, Боро. Аре, вълшебната думичка? Моля. Той какво ще кажа? Шматка такава. Дошъл си в Славейков. Няма се базика с мен. Добре, извинявай. Кажи думата. Мазна. Особено. Мазна. Брат, заповядай. Ай. Здравейте, казвам се Бо и съм девствен. И съм педер. Аз съм изключително голям хомофоб. Добре, тогава спал ли с мъже? Да, бе. Аз съм милионер, май. Да, много съм предавали бързи секс. Да, аз съм с хетеро, да. Обаче пък има някой хубав мъж. Не е гадно един... Не е гадно един бивол да те олиже, ама ако те настъпи, боли много. И брат, и аз седя такъв и се опитам да му обясня как седят неща. Шматка коленичи, спри да шумиш в час и как ги прави батко ти в тетрадката, запиши. Добре, ученици, часа приключи. Не забравяйте, че петъка има маскарад. И така, петокласници, имаме физическо. Мария, виждам, че си с клинче. Скъпо изглеждаш добре! Вай, господин, днес сте облечен много. Мазна! Така, ученици, днес имаме част по география и ще изпитам вашите знания за животните. Кое е това животно? Мале, ние сме такова прекрасно семейство. Няма какво да ни бутне. Така е. Как върви училище? Дърпа е. Дай си бележника. Остана при госпожата за внасяне на оценките. Мълъжи и си дай бележника. Ху! Човек търси го навсякъде, няма го. Аре дай го, ето! Защо имаш 7 двойки подред? Поизобразително. Разбрах по труден начин, че госпожата не харесва свастики. Не харесва свастики. А забележките? Тя си ги измисля някакви филъри от сорта на не внимава в час, без домашно, не се истински споко. Филъри, така ли? Искаш да ми кажеш, че ученикът прави мошпитове по време на час на песен на МБТ, нарича мене и момичетата fine shit и крещи мазна е филър, така ли? Бати креативното. Госпожата е искала да ни звънне и ти си й дал индийски номер, който е изтеглил всичките пари от банковата сметка. Да, бе, човек, твой номер бил с 5, а аз си казах 6. Наказан си. Хубаво, добре. Няма да слушаш повече МБТ. Сега ще видиш си.